Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня я вам хочу рассказать, что нас ждет, на мой взгляд, в новом 2022 году. Все мы знаем о тех событиях, о той истерии, которая накручивается по поводу нападения предстоящего на Украину. Послушаешь одного эксперта, кажется, ну все, вот этот эксперт абсолютно прав. Послушаешь другого, говорящего ровно противоположное, и понимаешь, что он тоже прав. И где же все-таки истина? Единственное, что можно с уверенностью сказать, нам не все говорят, и какая-то работа, и какие-то грандиозные события намечаются. И сегодня я вам могу предложить свою версию, окончательную версию, на мой взгляд, тех событий, которые развиваются в Украине, вокруг Украины, американско-российских отношений, ну и вот со всеми этими событиями. Первое, на что я обратил внимание, когда Путин после встречи с Байденом сказал, что Россия обеспечит свою безопасность и так далее. Речь не шла, как 8 лет, все эти 8 лет, о том, что Россия обеспечит безопасность лугандонцев, а речь идет о обеспечении безопасности самой России. Байден же сказал, что если Россия вторгнется, что он все ему сказал Путину, он меня хорошо понял, если Россия вторгнется в Украину, то получит мощные какие-то санкции, мать всех санкций. Большому сожалению, конечно, хорошо было, они не применяются, было бы хорошо, если бы эти санкции применили бы до того, как Россия куда-либо вторглась вообще, а еще лучше, когда она устраивала геноцид чеченского народа. Но это уже другая история. Так вот, я считаю, что Украина в начале 2022 года, если ничего не изменится, будет проводить военно-полицейскую операцию по восстановлению конституционного порядка на временно оккупированных территориях Донецка и Луганска в соответствии с Минскими соглашениями. Эти Минские соглашения уже много лет мусолятся, и в них указано, что один из пунктов указывается, что Украина предоставляет вот этим областям больший суверенитет и самоуправление. Даже закон принимается по самоуправлению вот этих районов. Со стороны Украины, Украина имеет право до границы с Россией пройти, занять свою территорию и провести зачистку на территории Донецка и Луганска. Фактически русские сливают своих россиян, уже, наверное, и россиян, но русских, которые поверили им и поднялись против Украины. Это не в первый раз, этому удивляться не стоит. Конечно же, Россия много раз бросает своих. Это в характере России и КГБ. Ну, еще Россия не только бросает своих, но она еще и сама взрывает, как это было в 1999 году, и до 1999, и после, когда она сама убивает своих граждан, женщин и детей, несмотря ни на что. Поэтому мы этому не удивляемся. Далее, я считаю, что Британия, которая посылает 600 своих специалистов в Украину, никогда бы не послала бы своих специальных элитных своих десантников, если бы там начиналась крупномасштабная война. Роль, которую будут выполнять британские военные, в том числе медицинского характера, но они будут выполнять роль миротворцев.
ту же канву, в ту же логическую цепочку выстраивается призыв мобилизации, в том числе женщин в Украине. В ту же канву выстраивается скопление российских оккупационных, российских пока еще не оккупационных, российских бандформирований на территории России вдоль границы с Украиной, для того, чтобы, когда Украина начнет зачищать свою территорию, беженцы и те отбросы, предатели, коллаборанты, когда побегут в сторону России, на территории России их будут встречать родные братушки, которые устроят инфильтрационный лагерь, где они будут себя зачищать вот от этих вооруженных преступных элементов, которые будут приниматься в России, но они будут приниматься под полным контролем России. Вот в принципе, если вкратце, то ситуацию я вижу так. Об этом, на эту мысль меня окончательно натолкнул Затулин в одной из своих передач от 19 декабря 2021 года в воскресный вечер Соловьева, где он фактически признал, что они сливают Донбасс, Лугандонию, и у них еще остаются надежды, что у них останется какое-то влияние на Украину. Если придерживаться моей версии, то люди, которые занимаются плотно этим вопросом, они, наверное, конечно, и так все прекрасно понимают, об этом не принято говорить вслух, но я это говорю, так как я являюсь независимым человеком, то еще много подтверждающих мою версию действий, которые происходят в связи с этими событиями вокруг этой ситуации, как с российской стороны, так с американской стороны, с западной стороны и украинской стороны. То же самое касается стягивания российских вооруженных бандформирований, но без медицинских госпиталей, медицинских разных сопровождающих крупные боевые военные действия, медперсонала, госпиталей и так далее. Это говорит о том, что никакой войны крупной не будет, а будет тот же фильтрационный лагерь, через который будут пропускаться вот эти предатели Украины, которые побегут в Россию. Что произойдет далее? Путин будет ли поднят на вилы русским народом, который так переживал за русских, которых каратели, украинские фашисты будут резать и так далее. Нет, конечно, этого не произойдет. Как я неоднократно говорю и буду говорить, Путин взрывал женщин, детей и стариков в 1999 году, и до, и после, и КГБ, это всегда, это Патрушев, Путин это делали, и до Путина с Патрушевым это делалось, и после это будет делаться. Даже когда в 1999 году в Буйнакске был взорван дом с семьями военнослужащих, военнослужащие просто утерлись и пошли топить чеченцев в крови. Хотя в Рязани были задержаны ФСБшники, и это никого не смутило. Хотя, может, это и смутило, но просто духа не хватает у вот этих так называемых русских офицеров встать на сторону справедливости и выступить открыто против своей власти. Даже если КГБ будет забирать их женщин на первую брачную ночь, даже в таком случае они не восстанут. Вот такая вот ситуация. Падет ли рейтинг Путина? Да, в определенной степени он упадет. Возможно ли провокации со стороны России, да, прямого вторжения, прямого объявления войны Украины? Конечно же, не будет. Путин просто не посмеет.
Ну, возможно, какой-нибудь террористический акт и даже, может быть, применение какого-нибудь ядерного небольшого взрыва на территории Украины, применение новых там полониев, новичков и коронавирусов, это тоже возможно. Вот эти из-под тишка они продолжат свою деятельность, свою вот эту работу, но открыто, конечно, не попрут. Если кто-то в России начнет возбухать, как говорится, то эти люди будут быстренько посажены в тюрьмы или же ликвидированы. И что меня беспокоит по этому поводу? Что будет с Крымом? Будет ли продолжение восстановления территориальной целостности, конституционного порядка на всей территории Украины? И снимут ли санкции, даже вот эти полусанкции, как мы теперь знаем, что это не самые мощные санкции, которые применялись, и Россия как бы себя сейчас очень даже неплохо чувствует, хотя уже очень долго происходит тут вот это разное противостояние между Западом, если это можно назвать противостоянием. Украинцам придется самим наводить порядок, но я думаю, Украина с этим успешно справится. На этом все. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю всего самого хорошего. Желаю для того, чтобы в следующем году восстановилась территориальная полностью целостность Украины, чтобы Украина полностью восстановила контроль над всеми своими территориями, чтобы Россия убралась с Чеченской республики Ичкерия, чтобы военные и политические силы фашистской России были хотя бы в судебном порядке начаты обозначаться или был начат судебный процесс над этими страшными преступлениями. Но пока так. Всего самого хорошего. Слава Украине. Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку.